В одной деревне, в дачном поселке, родила собака щенков. Нас попросили сначала ездить их кормить и по возможности пристроить. Мы начали кормить, и этих в итоге щенков вывезли в город. Купили сарайчик, стали за ними ухаживать. В принципе, почти всех щенков пристроили, но почему-то на их место пришли новые. Со временем стало уже не 7, а 10, не 10, а 15, не 15, а 20. И вот так получился мини-приют своего рода. Пристройство очень много зависит от пиара. У нас, к сожалению, так как нас очень мало, у нас осталось 3, ну я говорю с половиной, потому что один человек очень занят, бывает редко человека, то пиаром заниматься по сути должен отдельный человек, да, который приходит, фотографирует. Это очень много времени уходит. Нас не хватает. Нам не хватает даже вот этого человека с компьютером, который сидел бы просто фотографии рассылал по всяким группам, да. А самому заниматься это целый вечер надо потратить. Потом переписка начинается с людьми, которые заинтересуются. Звонки, это тоже очень много времени. Собаки раньше уезжали в Финляндию. Было такое, что мы много туда пристроили животных. Если за рубежом мы видим, да, что люди как-то берут животных, наоборот, с приютов больше, да, сидят дома на карантине, больше им хочется с кем-то общаться, одиночество, у нас как-то вообще никак это не повлияло. Даже, мне кажется, больше брошенных стало. Это реально условия ужасные, вот, да? То у них сердце, как говорят, не выдерживает, они готовы купить, они покупают их за деньги, готовы купить, чтобы сделать эту собаку счастливой. К сожалению, нет такого, чтобы нам государство построило приют и дало работников, дало кучу. Кто-то не выдержал трудностей, у кого-то какие-то, кто-то уехал, а кто-то пробовал, начинал, но сказал, ой, это, кажется, очень тяжело, я не готов, и уходили. Наши мечты, чтобы построили приют. Там был человек, который этим занимался, да, вот работник, чтобы мы не бежали во время обеда или после работы с этими ведрами. Ну, какие-то организаторские, да, моменты решать. Хотя бы хоть время у нас на что-то другое оставалось. Вот. Есть категория, которые очень восхищаются нами. Я даже недавно встретила на остановке девушку и сказала, как я вами восхищаюсь, какие вы... Смотрю, как вы с этим ведром едете на велике. Каждый раз думаю, как вы это выдерживаете. А есть, которые просто считают, что мы должны, вот мы трое, да, 4 человек, должны просто со всего города собрать всех собак, всех просто, начиная от диких, и у себя вот где-то вот разместить, видимо, в квартире. Да? Просто вот кормить, ухаживать, чтобы в городе не было ни одной собаки. А желательно постоянно еще собирать тех, кто рожает, еще по домам ходить. Ну, это неблагодарный труд, мне так кажется. Вообще неблагодарный.